Акция «Добрый Новый год» продолжает шествие по Республике Коми. Проходит она уже второй год подряд по инициативе главы Республики Коми Сергея Гапликова. Она приурочена к завершению Года культуры в Республике Коми, Года добровольцев в России и открытию Года театра. Акция началась 21 ноября и будет путешествовать по республике аж до 28 декабря. В этом году к акции присоединилось добровольческое движение республики. Волонтеры проведут мероприятия для ребят, которые особо нуждаются в празднике. В течение месяца артисты профессиональных театров Коми, театра оперы и балета, Академического театра драмы имени Виктора Савина, Национального музыкально-драматического театра, а также Республиканской филармонии побывали или еще побывают во всех муниципалитетах республики. В составе творческого десанта молодежная кавер-группа «Текила Тесла», мастера декоративно-прикладного искусства, представители редакции журнала «Арт», который проводит тематические встречи и мастер-классы для детей и молодежи. Одной из участниц акции стала солистка Коми Республиканской филармонии Екатерина Курочкина. Сегодня она гость студии 11. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите, где удалось побывать? В прошлом году мы в рамках проекта побывали на всем севере Республики Коми, а в этом году немножечко именно я со своей сольной программой затронула юг Республики Коми. Это вот Обьячево, Сыктывдинский район и чуть подальше туда. Почему? Сил не хватило? Или как-то по-другому Нет, в этом году просто другие концертные организации, такие как Театр оперы и балета, Драмтеатр, тоже стали участвовать в этой акции. Разделили с вами почетную миссию, да? Они нам помогают, это очень-очень здорово. Ага, есть какие-нибудь прям принципиальные отличия, не считая вот области туда, куда вы ездили? В людях нету. Люди в деревнях у нас, в деревнях очень душевные все и очень добрые. И встречают все абсолютно с такими объятиями, с такими эмоциями, с такими какими-то подарками. Приносят баночки солений, варений, картошки, чтобы все для нас, для артистов. Сложно путешествовать. Все-таки у нас республика, она очень протяженная, да, и я, насколько понимаю, вы ездили на автобусе. Да. То есть дороги бывают очень сложные, но когда отрабатываешь концерт, когда получаешь эти все эмоции, уже вся усталость уходит. Все уходит, и заряжаешься позитивом от людей, и домой дорога уже намного легче и быстрее становится. А с какой программой вы в этом году ездили? Я ездила что в том году, что в этом году со своей сольной программой «Я лечу над Россией». Да. То есть это как сольный заказ, концерт. или просто вы сейчас работаете с этой сольной программой? Почему? Эта сольная программа была еще сделана в 2014 году. В 2015 была презентация, диск сольный я выпустила с этой программой. Семен Анатольевич Родов помогал. И вот она осталась для меня, и сейчас это как золотой фонд мой, наверное. Какие песни там? Там русские, Коми обязательно композиторов, русские народные в обработках. И немножко я уже начала делать туда фолк, этнофолк добавлять, то есть свои уже. Ну, если может быть, какие-то населенные пункты с прошлым годом повторялись, может, уже подпевали, наверняка известно. Повторялись, да? Они уже знают. Они мало того, что знают мои песни, так они под мои песни уже танцы ставят. Да? И после концерта подходили и спрашивали: вот, Екатерина, нам надо было подойти к вам, мы же танец придумали на вашу песню. Нет, не показывали. Видео я видела, показывали, а сами дома культуры, вот у них там творческие объединения, и они прям ставят танцы. Это так мило. Это так прям затрагивает. Очень. Да. Интересно, в плане поездок для труппы это усложняющий взаимоотношения момент или наоборот он сплочает? Вот вы едете, вам тяжело все-таки, да, надо сидеть. Наоборот, сплочает коллектив очень сильно. Друг другу все у нас помогают. У нас все друг друга подбадривают. Если человек, бывает такое, что люди у нас ведь болеют в дороге, например, а петь надо концерт. Естественно, все давай там лечить, лекарства, чай с шиповником. То есть наоборот, ближе становятся люди друг к другу. А вот в этот раз были такие курьезные ситуации? Там артист заболел или солист? Нет.
Нет? Все Нет, прошло гладко. Все прошло Слава гладко. Богу. Мы уже люди наученные, мы уже знаем, что нужно с собой брать теплую одежду, одеваться, что красота — это пусть на сцене красота, но в автобусе ты сидишь, чтобы одни глаза вот так видны были. А если говорить о маленьких зрителях, насколько я понимаю, в прошлом году вы еще и вместе с программой с елками ездили, да? Да, С сказочными Пэлем. персонажами. Вот малыши как реагируют? Малыши, для них это сказка. Они, то есть у многих нет возможности приехать в город на елки, да, наши республиканские. Для них это целая сказка. И мало того, что они смотрят театрализованное представление, так им еще подарки потом дарят. То есть они уходят все оттуда с подарками. А потом еще для родителей и для детей, кто хочет, вот, пожалуйста, на концерт. То есть приходите, делается новогодний концерт. И это очень здорово. Это очень добрая акция. Она действительно, когда идет контакт с людьми, и видно, что люди, они добрее становятся, намного добрее. Для них это увидеть столичных артистов, увидеть, что вот их не забывают. Даже мы же были в самых глухих деревнях, где человек, население, ну, может, 350 человек от силы. И они с такими глазами смотрели, что к нам приехали, вот так вот. Столько добрых впечатлений. Да. Я надеюсь, что в следующем году эта акция тоже будет. Будете участвовать? Обязательно, обязательно. Я желаю, чтобы каждый год у нас такая акция была. И не только концертная организация, но и чтобы другие к нам тоже присоединялись люди. И концерты новые, и новые спектакли, и новые программы, чтобы люди, которые не имеют возможности приехать и посмотреть в город, чтобы они это видели, окультурились в деревнях, так сказать. Спасибо большое, что пришли. Да С не за наступающим что. Новым Вам годом. спасибо, и вас тоже с наступающим.